Друзья, доброго утра всем. Вернее, уже скоро будет день. Но всем привет по-любому. Как вы видите, мы опять на реке. Не стали снимать ни дорогу, ни путь к избе, ни пробуренное одно место, второе. В общем, решили включиться только тогда, когда будет первая поклевка. Но если мы включились, значит поклевка есть. Сегодня мы в компании, вон, Санек. Вот там вот, вдалеке вот Санек. Серега. Привет. Друзья на канале знают нас с весновки уже. Кто не знает, посмотрите, как мы проводили время весной на весновке. Но если мы включились, значит поклевка была робкая. Еле-еле тюк-тюк. Мы думали мелочь. Но нет, это далеко не мелочь. Это вот наш первенец. Вот такой вот красавец. Клюнул на мормышку Васькину. У Васечку Чупина красная божья коровка. В общем, третье или четвертое уже, да, место получается пробуренное. И вот первый. Судя по поклевкам, как они клюют сегодня, получается, аппетита у них пока, надеюсь, пока нет. Надеюсь, мы что-то да придумаем. В общем, приехали на рыбалочку. Если что-то будет клевать, останемся с ночевкой. Нет, так возможно, сегодня вечером поедем обратно. Ну, посмотрим. Будет день, будет пища. Вы приехали вывозить пенсионера. Да. Основная эта задача вывести пенсионера. Короче, мужики оставили пенсионера в лесу. Он там устал, жрачка кончилась, курево кончилось. Надо его вывести. Я уже запах понюхал. Меня спрашивают, говорит, почему, говорит, правда, что, говорит, хариус пахнет огурчиками? Я говорю, да не знаю, говорю, огурчиками, не огурчиками. Для меня, говорю, пахнет хариусом. Добренький. Добрый, да, что, нормально, такие вы все были, красота, блин. Надо Отцепи, если уже в руки взял. Видишь, он на стоячку и так с третьего раза, наверное, только если не с четвертого, блин, бац-бац. И мимо. Ну, пока этот в точку. Ну, еле-еле, о 2. Глубина получается здесь где-то около метра подо льдом, да? Здесь глубина есть. Как ни странно. В общем, все. Продолжаем рыбалку. С нимфой плохо тонет, да? И мне кто-то посоветовал нимфу ставить ниже основной мормышку. Вот я пробовал. Тонет еще хуже, получается, через эту шугу. Нимфу-то все равно надо это. Выше. Конечно. Ну да, но вот я пробовал, так не знаю, я, наверное, если не сейчас, так это потом в избе буду перевязываться. Потому что я только бросил, но он сначала показалось мне такой тюк. Потом тишина, я раз шевельнул тюк, второй раз тюк. Он стоял, да, и не хочет. Да, не хочет, получается аппетита нет у них. И вот только на третий тюк я его успел подсечь. Ну, там уже нормально начал. Да, в общем, начало есть. Надеюсь, продолжение будет. Первый. Давай попробуй разведчик. Сейчас пробуренные лунки есть. Посмотрим, достанем камеру Калипсо и посмотрим, что у нас там творится подо льдом. Чтобы не гадать, не думать, клюет он, не клюет, есть его, нету. У нас есть помощник, и он покажет, что и как. Пойдемте глянем. Такой сход. Сход, да? А какие, может, еще успеет? Да, или у второй? меня даже опарыша нету тут. Да кидай без опарыша, пофиг. Не, без опарыша это не та публика. Фигня. Если он... Не, там мормышка-то, видишь, не муха. Да пофиг. Он на стоячку начал удочку загибать. Неплохой был, укололся. Или один был. А? Не, Черви, не. короче, у меня тоже стухли, черви. Не, надо Я сегодня без червей. Надо насаживать. Долбанул он неплохо, удочку чуть не утащил. Ага. Мы увидели вторую поклевку, даже не успели Калипсо достать. Значит, и без Калипсо видно, что рыбка здесь есть. А сейчас мы это проверим с помощью Калипсо. Так, что, Серега насадил опарика. Пытается... Я его тащил, он укололся капитально. уже тащил. Он, значит, не укололся, он, значит, получил. Вес был. По губам. По губам. Не понял, что-то камера замерзла, что ли? Потеет, да? Не, пятна там появились, но сейчас посмотрим. Технологию
Без стоячки пока. Сейчас попробуем протереть. А ну конечно. Камера вся во льду. Такая поклевка была, я даже удочку в сугроб кинул. Я видел. Я не знаю, видели ли это, увидела ли это моя камера. Вроде включил сразу. Скорее всего, тоже было заметно. Так, что мы видим? Дно. Камушки есть. Трава есть. Глубины. Глубины толком нету, но местами так. Где-то полметра есть тоже. Так, здесь рыбы я пока не вижу. Так, я сейчас смотрю по направлению вверх. Судя по течению по траве. Сейчас крутанемся. Читал ваши комментарии. Всем огромное спасибо, кто что подсказывает, что надо утяжелять камеру. Свинцовая пластина, одно, второе. Спасибо Николаю Назарову. Люди уже с опытом, видать, не первый год пользуются такой камерой. Ну, как говорится, век живи, век учись. Здесь в радиусе 10 метров вокруг этой лунки нет рыбы, это точно. Здесь тоже видно, да, было? Но ту лунку я не знаю, где. Так, это получается... Сейчас я смотрю вверх по течению, сейчас я гляну вниз. Судя по траве... Блин, он что-то все вверх смотрит. Не могу посмотреть туда вниз. Так, там мельче идет. Камушки, булыжники крупные. Рыбы нет. Ну, долбил уже. А нет, я сейчас наоборот вверх смотрю. Вверх, вот вниз. Там глубже пошло, да, вниз пошло глубже. Типа спада пошло. Ага. Но рыбы... Сюда опусти в эту лунку. Рыбы нет. Рыбы не вижу. Сейчас глянем, где у нас ушел. Ну, наверное, долго здесь сидеть по-любому не будет. Ох, камни, хорошие камушки, да. Камни прям булыжники. Здесь хорошие камни вон. Не знаю, друзья, видно, нет? Вот так вот. Может, отсвечивает. Вот так лучше. Запись камеры не буду включать, возможно. Будем экономить карту памяти. Если что будет интересное, сделаем включение. Но пока... Так, смотрю вниз по течению. Пока живности не наблюдаю. Мне писали, что типа рыба боится камеры, уходит. Я немного не согласен, потому что рыба, когда вот снимала, она некоторая даже подходила к этой камере, нюхала ее, блин. Эту лунку засунь, сейчас вытащу. Здесь рыбы нет. Смотрим дальше. Две рыбки, видать, немного плавала. Так. Угу. Мне уже пишут. Ты, говорит, пока в камеру смотрел, Санька, говорит, всю рыбу, говорит, выловил, блин. А делить-то, говорит, вместе будете. Типа ты шарлатан, блин, только в камеру нет, смотришь. да. Нет, нихуя нет. Так. Ну где же тот варвар, который... Варвар уже всем, наверное, пошел трубить. Тревога! Дно такое хорошее, каменистое. Ну, камни вон, вообще камни вон, ниже отпускаешь. Все шикарные камни тут вон. Но нету обилия такого. Да, сейчас ту удочку достану, ниже посмотришь. Там не, дальше не пробурен, да? Сейчас я пробурю дальше, подожди. Да подожди, это удочка не мешает. Я не думаю, что оно запутает. По крайней мере, я с удочкой сколько пихал, ни разу не запутал. Глубина тоже неплохая. Вот здесь почему-то поклевок сильных нету. Нету?
Рыбы не видать. Ну, кто-то же клювал. Ладно, Куда-то в пока выключаемся. сторону. Вот вытащил. О, красавец, да? О, вообще шикарный. Нормальный. Вот туда опусти. Опа, опа, опа. Ну-ка, отцепи, немного замотал и накрутил. Все, просто так. Это мог, который мой клювать, туда убежать. Да, он и Помнишь, есть. мы ловили с блесной как-то? Да. Все, Санек обрыбился. Пойдемте глянем, что он поймал. А заодно глянем там ближние лунки. По рыбке на брата у нас есть уже. Вон он, наш красавчик. Новая лунка, да, Саш? Первая, которую пробурил. Самая первая. О, покрупнее даже. Вообще красавчик, смотри. И он цикадан. Грамм на 750, наверное, как минимум. Не, А у меня весы есть, я могу сейчас весить. грамм 600, не больше. 700. Сейчас проверим. У меня тот был, помнишь, вы взвешивали 725 грамм. Не, у меня 925 был последний. Тот, которого вы взвешивали, тот больше был. Я посмотрим. Если рядом. О! Дно вообще идеальное, блин, для рыбы. Видишь, не было, походил, пришел. Видать, одинокие плавают. Наверное, где-то откуда-то. А так стоять ничего здесь не стоит. Все четко видно. Лунки видны. Ладно. Смотреть пока нечего. Наблюдать нечего. Видать, рыба двигается. Так что будем бурить, будем ловить, будем пробовать. Камера здесь пока ничем помочь не может. Ничего мы не видим в камеру. Сейчас посмотрим, сколько весит наш второй харис. Сколько ты сказал? Ну, 600 там где-то. не больше. А я сказал 700, да? Да. 690. Ну. 690 грамм. Так, друзья, новое место. И спешу включить камеру, потому что и Сережа тоже. Естественно. Всем Всем по чуть-чуть. Всем по чуть-чуть. Можно ехать домой, пенсионера забирать и... можно по стопочке, наверное, я так думаю, это дело надо. Точно. А у нас же закон. Кто самого крупного поймал? Кто ты наливает? Ну ты забыл? Кто поймал? Кто последний? Не. Ты забыл? Все по рыбке, все обрыбились. Ты забыл нас, как Константин Николаев решил? А кто самый крупный? Конечно. Так ловите давай самого крупного. Ага, пока не поймаем, да? Не видать вам? Вы откуда вы знаете, что я самого крупного поймал? Ну, может, у вас на килограммчик где-то шлепнет. Было бы неплохо, я бы с удовольствием. Вот. Я бы не прочь хотя бы ночь. Все-таки любит, да, старые места он этот, Ну, пока не знаем. Не. Все равно скапливается. Хорошо, баз, да? Ударил хорошо? Сразу, да, потом пускай. Наверное, в следующей жизни. Тут нам поможет только калипсо. Калипсо, чтобы помогло, надо буриться. Точно. Буррито. Бурит это бурито, да. Коло южные. Юрий Панчкутный. Так, Для настроения. для традиции. Да. Обрыбились по первой рыбке коло южный. Но в прошлый раз мы с Серегой... первые рыбки-то мы тут поймали. 3 штучки-то. А, ну. Потом вот туда переехали на тот плес. Я только закинул, вот бац, этого вытащил. А там южный? Нет. А, нет? А. Тут раз, что 3 рыбки попалось и все. А туда переехали, Серега говорит, ну теперь уж, говорит, точно можно выпить. Ну тем более я сразу вытащил первого такого. Ага. Да не давала нам выпить даже, вот так вот только. А ну их. Руками машем. А- Даже уже потом налили, удочка стоит, смотрю, клюет, побежит, хлоп.
Так и уехали трезвые, да? Нет. Почти. Так, ладно. Пока готовится маленький, чисто символический столик. Пробурюсь немножко, рекламную паузу сделаем. Увидимся на первых поклевках. О, вот это я сказал. Так. Пробурил 5 луночек. И прежде чем пройти за стол, буквально по 5 секунд на каждую в разведку на голодного. Потом, конечно, я минутки по 2 уделю на каждую лунку, но пока в надежде на голодного хариуса. Ребятам-то тоже налить, да, своим подписчикам? А наливай, я думаю, не откажутся. Потом в лунку нальешь. Обязательно. Погодка не так, как в прошлые разы была. Мерзопакостная такая. Метет, поземка такая минус. Сколько? Минус 14 было. И нет того активного клёва, что был в прошлые разы. Опа, есть поклевка! Жиган, жарочник возьмем, да, не будем отпускать. На мормышку взял. Нимфа снизу не хочет. Я поднял от дна почти на пол воды и там взял. Получается, что есть, то берет. И дать просто нет его здесь. Или я ничего не понимаю уже в этом зоопарке. Но, по крайней мере, он прошел 5 лунок. Поклевок не было. Здесь клюнул один единственный. Как ни странно, клюет на мормышку. На нимфу почему-то не берет. Все-таки, я так думаю, нимфу лучше перевязать вверх мормышки. Так поклевок раньше было больше. А я решил поэкспериментировать. Нимфу привязал снизу мормышки. С одной стороны нет узла, где можно было бы порваться, и так надежнее. Ну и поклевок стало на нимфу намного меньше. Так, все. Пока тишина. Серега поймал одного, я небольшого одного. Сейчас перекусим еще, попробуем пройтись по лункам, что набурили. И долго задерживаться здесь не будем. Будем искать новые необловленные места. Я не понял. Ну что, друзья, по первой рыбке мы поймали каждый. Ну и не надо нарушать традицию. Как говорится, за это надо, чтобы все дальше было. Пообедать. Да. Ну и давай. Это вам, наверное? или нет? Ну ладно, это вам. А это туда не будем? Ну вот, ребят потом туда и нальем. Да. Они же через камеру-то не могут Да. пообедать. Это, друзья, вам. Ну, вашу стопку. Что останется, что не допьете, я вот туда, под лед. Ничего? Никто не против? Пусть клюет и почаще. Да. Поклевки мы увидели, рыбу мы увидели, речку мы увидели. Что еще надо? Все хорошо. Дай бог, чтобы почаще это видеть и подольше. Да? Да. Ну, наверное, первое потепление и все. Да. Хана речки. Речка сырая.
Крепка наша оборона. Посмотрим набором. Калипсо опять можно будет посмотреть, да? Ну, мне кажется, вот выше этих лунок нечего брить. Даже когда здесь клевало, там не было, и калипсо не было ее. Хотя прошлые года вот там вот нет, один попадало все равно. Ну вот там вот выше, да? Ну, да, выше. Потом мелко будет. А льда на повороте, где я на буране-то сел, ой, на урагане. Лед каши, то есть не льда, 20 сантиметров. Там глубина-то тоже неплохая. 1,5 метра. В общем, короткий перекус. Ням-ням. И вперед. День короткий. День короткий, но на часа полтора тоже подлиннее, да? Полтора, наверное, нет. 4 до 4, наверное, можно, да? С декабрем я не вообще вечер говорю. Декабрь Утро, 2 часа начинает уже все. утро, вечер-то говорю. Общий день-то получается. Общий день-то да. Часа на 2. Да. Общий день-то да. Для первых поклевок. И нашибут. То, що дебана Сашук та через вот на ски одмену, то Сашук куда ски, только что мечаком. По коме это, говорится, Санька поймал жиганчика. Так, новое место у нас. Новые, ну, старое новое место. Новые надежды. 3 новые пробуренные лунки. И результат уже есть. Сколько? 3 места проехали. По большому счету не увидели ничего интересного. Так. Ловись, рыбка, малая велика. А у нас тут вот есть плацдарм небольшой. В надежде на поклевки, но пока... Это, наверное, был последний из магикан. Но я так не думаю. Я так думаю, троечку мы еще здесь выдернем. Проверим. Так что бурим. Льда, как всегда, не было. Лед есть только на старых лунках. Новую лунку вот буквально буришь за 10 секунд. Полметра снежной каши. Вот и весь лед. Но это уже не так страшно. Верхняя корочка уже держит. Это уже хорошо. А так вон вот. Раз, два. Бум. Сантиметров 20 воды. Раз, два, три, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ну это уже лед. Это уже лед. Сырой, правда. И еще сантиметров 40 где-то снежной каши. Пробурились. Дальше не пойду, потому что там мелко, точно я знаю. Если... Это метка, да, сказали? Да не метка, это Саня там забурился, какие-то корягу вытащил, блин, буром. В землю забурился. Только ножи поменял. Не хочется портить их. Один раз стоит в землю вкопаться, все. Ножи уже надо менять. Че, бодренько, да? Ну что, становится интересно, наверное, Интересно, действительно надо, мне кажется, уже такие места, где вообще не бурено, мне кажется. Весна весной, но у рыбы еще, видать, мало активности. Или что, хрен поймешь. Пока еще ничего не ясно. Вот такие более-менее уловистые места, конечно, можно было вот эти донки ставить, ставные удочки. Но хрен его знает. Да, не спорю, может быть, они сработали бы. Но это неинтересно, да? Опа. Это равносильно загонной охоте, да? Не, ну продольники это, ну, сетка.
Не, сетка-то ладно. Продольники уже немного интереснее. Там хоть ты тянешь, там это все чувствуешь. Сопротивление. Да. О! Дятел, кинь сюда короеда одного. Трава. Трава и много травы получается. Значит, я попутал. Калина тут порвала. Хрен поймешь, где он находится. Вот где Геныч. В общем, надо искать его. И сколько хватит светового дня, будем мы искать его. Где-то одна поклевка, где-то две. Так вот потихоньку и... Нету такого ахового клёва. Может, да, действительно, может, рыбы нет. Не знаю, посмотрим. Вон, новое место. Новые пробуренные лунки. Серега хитрый народ. Пока я бурил вот 3-4 лунки, Серега одну пробурил. И долбит. Вон, два красавчика. Хороших красавчика. Малосолочка будет. О, упала пуговица, Серега. А я пока пробурил не одну, а сразу 4. Зато у меня какой кайф теперь сразу проверить одну за одной 4 лунки. Сейчас посмотрим, чья тактика лучше. И Серега еще одного выкинул, да, мелкого? Да. Что-то пока грустно. Опа, ну-ка. О. Вот это красавчик, это натуральный красавчик. Янцикадан. А ты грешен, Саня. Да, я парыша. Ты, наверное, спал сегодня с женой, нет? Нет. Если с женой, то значит не грешен. Нет, говорит. Блин, опарыша сразу. Ты спал с подругой жены? Спал Ой, какие красивые, да, смотри, кабанчики. один. Блин, Чамасайс. Во. Говорил один, значит один. Все. Я спал с женой. Сейчас посмотрим, поймаю ли я что-нибудь. Вы там спите с кем угодно. Так, ну-ка. Господи, благослови, ну-ка. Джобги. Сегодня, походу, ловит только один Серега. Лесть великая штука. Лесть великая штука. Так, а ты, наверное, опарыша насаживаешь, да? Ну, у меня больше ничего нету. Ну тогда мне тоже надо насадить, наверное, чтобы что-то клюнуло, да? Но я обязательно нюанс смазываю губами своими. Да? А этими губами ты сегодня утром где был? Это для самочек. Канна кырсалин талон. Так. Янскадан. И мой харюзец молодец клюнул. Вот такой вот среднячок. Вот от букса получается на 4-й лунке. Сейчас посмотрим. Один был он или не один. В принципе, ударил бодренько. Да это... О, есть еще поклевка. Есть. Давай. Есть. О, второй. На мормышку клюет. Все-таки лучше нимфу выше вешать. Так что, когда нимфа ниже, проблем с ней больше, а выхлопа меньше. Выше, проблем с ней меньше. Так что
эксперимент не удался, скажем так. Надо все-таки нимфу вешать выше. О, есть еще поклевка. Есть. Вот. О, сход, бляха. С лунки уже ушел. Вода уж поднималась. Значит, здесь третий был. Вот пойми тоже, да, до этого же я проверил эту лунку. Нормально все было. Ничего не было, то есть. Ходил там до этого? Да. Я быстренько, правда. А сейчас, видишь, более подробно начал и шлеп. Вот ушел и все, тишина. Вот тут еще есть возможность обурить. Санька же ниже пошел, там бурил, да ты? Нет? Да, где одну только я пробурил. Ну вот. Или стайка ушла, или я напугал вот то, что сход был. Ну такая же, ну по весу вот такой же был. Видать, они одинаковые. А тут тогда попробовать. Может, сюда пришел. Может быть, вверх пошли. Сейчас надо бурануться. Блин, течение здесь. Тут этот, Что-то, Геныч говорил, у тебя салаты какие-то есть, да? слышишь? Да-да-да, в ящике, Серег. Геныч, тут-то мельче, чем там, где. А тут глубже, да, пойдет. Вот здесь потом глубина пойдет в этом месте. Тут, ну не ямка, а типа такое углубление небольшое. Все, сход и сдриснул. А, он, возможно, и на эту нимфу был, потому что нимфа содрана. Все-таки нимфу лучше это, вверх. Так, ладно. Блин, боюсь, сейчас оставлю. Ну ладно. Лунка свежая, никуда он не утащит. Давай, ловись пока. Ты пока ловись, а я пока бурюсь. Бурито. Лед, блин, одна каша. Опа. Так, там Санькина. И вот здесь я еще между ними, вот тут вот в шахматном порядке жахну еще одну. Так, ну что, время темнеет. Съемок не вели, но потому что особо интересного много не было. Но интересно, не интересно, но вот как-то вот так вот. Как Серега говорит, каждому по жарехе. Немножко поймали, и то хорошо. По традиции говорю, день заезда, он всегда тяжелый. А мы сегодня еще и рыбки половили. Ну, я уже скажу так, это не столько рыбалка, сколько отдых. Мы просто уже как бы увидели эту реку еще один раз. Прощаемся с этой рекой, потому что у нас Потом уже... потеплеет, и, может быть, и не попадем уже Да. сюда. У нас уже намечаются новые горизонты. Можно так сказать, не столько приехали сюда на рыбалку, сколько отдыхать. Так что едем в избу, едем отдыхать, едем расслабляться. Друзья, все, что не делается, все к лучшему. Мы сейчас получили таких просто пилюлей. Это просто жесть. И это все было не заснято, думаю. Да ничего интересного. Просто Ну, у нас покажи, как это. на Цепь подъеме, цепь. да, вот на подъеме фонариком, Сань, сюда посвети. Тут заледенело просто, и оно сработало как направляющая. Если видно, да, вот сейчас вот, Вот здесь тут вот заледенело все это дело. И сработала как направляющая, цепь вылетела, просто на выкинул. замке порвалась. И это как раз на подъеме. У нас полная корыта дров, нас вдвоем, короче, помудохались где-то около часу, все поменяли, нашли запасной замок в запчастях, поменяли цепь. Звездочку не стали менять, потому что поднялись в гору с трудом. Короче, мудохаемся, ну, проехались по воде, все такое. Это все второстепенно, Санек, свети. Короче, мудохаемся дальше. Думаю, надо чистить букс. Взяли палку, короче, чистим букс. Извините за мат. Короче, чистим. Саня говорит, а это, говорит, что здесь торчит? И вот, короче, здесь... Что, я правда закинул, что ли, нет? А, нет, вот. Смотрите, что Санек нашел.
GoPro Hero 4, весь обледеневший, короче, в сугробе. А я сейчас срезал, получается, да, дорога-то там, Да. а мы немного срезали. Вот она потеряшка. Спасибо всем, друзья, за поддержку, которые говорили, не переживай, камера найдется. Вот она нашлась. Сегодня еще вспоминали. Сегодня еще вспоминали, я говорю, мы найдем ее там, где даже не думали искать. Возможно. Вот она нашлась. И кадры, то, что остались, дай бог, что здесь. Ну, хоть хорошо, хоть весной не надо будет переть сюда, бля, искать ее. Все, что не делается, все к Слушай, лучшему. она еще поработает, она же не Конечно, намочена. конечно. Все, это все, сейчас она поработает. И мы даже сейчас включим кадры, которые со дня рождения Санькиного были засняты, короче, на заправке там немножко туда-сюда. Как зимой она не рабочая, она только в теплое время. Но все равно она вещь, она работает, она движется. И она нашлась, самое главное. Не надо будет весной идти сюда по бездорожью и искать ее. Так что Санек сказал, с себя 2 пузыря, а 2 пузыря у меня есть, так что сегодня идем и уничтожаем эти 2 пузыря. Во что бы то ни было. Потеряшка нашлась, и это значит, что можно точно завершать сезон. Нахрен завтра рыбачим и уезжаем отсюда. Теперь пригнали пенсионера. Посвети, Сань, покажи своего пенсионера. Сидушка сломалась. Карбюратор зарвез. Стартер, но доехал своим ходом. Это наше имущество. В общем, рыбалка удалась, скажем так. Едем домой, уставшие немножко, но в то же время отдохнувшие от домашних забот, хлопот. Выгружаемся. Вон сколько нашего имущества. Сейчас все это будем загружать. Немножко отдохнем и приедем по новой. Через, может быть, дней 5, может 6, не знаю, как получится. Так что не переключаемся. Смотрим канал Коми Рыбак. Там будет много интересного. Всем пока.